столетию Далаковского боя, произошедшего в 1919 году в одноименном селе Ингушетии, снимут документальный фильм. Выпустить картину при поддержке Минкульта России планируется уже до конца текущего года. Режиссером фильма, как ожидается, станет Магомед Цуров. По словам Микаэла Базоркина, весь необходимый материал для сценария уже собран. Мадина Джанходова с подробностями. Восстановить хронику и достоверность событий Далаковского боя, а также поведать потомкам участников гражданской войны о роли, которую сыграли в ней ингуши – основной мотив для постановки документального фильма о важном историческом событии в жизни ингушского народа. Мы просто не смогли обойти такое событие стороной и решили посвятить будущую картину столетию Далаковского боя, которое широкомасштабно отмечалось в республике в начале февраля этого года, отметил министр культуры. Идею создания фильма Микаэл Базоркин обсудил накануне в ходе рабочей поездки в Москву с директором департамента кинематографии Министерства культуры России. И в этом вопросе надеется на поддержку федерального ведомства. По поводу возможных съемок документального фильма, там, конечно, неоднозначное отношение. Не вообще, но сегодня Деникин, да, к Деникину отношение очень, как бы в фаворе, да, политическом фаворе. Вот, и вся эта ситуация, она для нас, она статусная и значимая, да, и мы не можем ее обойти. В масштабах, как бы, да, вот, страны, насколько, правильно, очень выверенно надо подавать эту информацию, потому что все меняется, политические тренды тоже меняются. Но так или иначе, я говорю, мы же ни в коем случае не умаляем, допустим, участие там, ингушей 905 года, да, в дикой дивизии, до этого царских офицеров, да, ингушей, после этого Отечественная война и многие. То есть любая форма участия нашего народа в событиях государственного масштаба, то есть в стране, когда что не в стране, мы не должны обходить эти факты. Хронометраж фильма составит около 40 минут. В настоящее время необходимый материал для сценария уже собран. К проекту были привлечены историки и работники Госархива. Нам важно показать, насколько самоотверженно сражались в Далаковском бою жители Ингушетии, говорят в Министерстве культуры. Важно, что наш народ, представители нашего народа, из идейных соображений, не потому что ведь никто идет, они ведь не отступая погибали, пока не пришло письмо Ленина с требованием отступить в горы ингушам, иначе просто народ мог исчезнуть. И очень много в процентном соотношении неизмеримое количество жизней было отдано в этом бою. Это ведь не за выгоду какую-то меркантильную, ведь люди погибали из идейных соображений. И это очень важная веха в нашей истории. Почему еще нельзя мимо нее проходить? Потому что в той или иной, как бы, да, вот, политической ситуации это говорит о небезразличии народа и об его участии в судьбе государства. Я многое помню об этом событии еще из детства, делится Базоркин. Об этом часто говорилось дома. Немало рассказывал дедушка о храбрости ингушей, сражавшихся за идею, которую описывал в своих материалах еще Орджоникидзе. Я помню, дед подчеркивал красными чернилами строчки, где Серго Орджоникидзе говорил об ингушах. И очень много там было красных чернил. Потому что очень много он упоминал с большим пиететом, с большим уважением. Но мы знаем, что он скрывался раненый в ауле Пой. Да? В советское время там на этой Пуйской башне висела табличка, здесь скрывался Серго Орджоникидзе. Отсюда началось повстанческое движение под руководством Серго Орджоникидзе, когда ингуши вошли в Владикавказ и выбили оттуда бичераховцев. И вот эти территории, как бы, да, очень призыв, да, вот мы знаем, там повесть, да, еще что-то. Очень много интересных и значимых событий. Поскольку очевидцев событий Далаковского боя уже нет в живых, восстановить память о тех событиях возможно лишь на основе их описаний и архивных документов, которыми, к сожалению, мало кто из представителей нынешнего поколения интересуется. Поэтому экранизация фильма позволит восполнить пробелы в знаниях своей истории потомкам тех, кто, не жалея жизни, защищал свой народ. Мадина Джанходова, Мадина Мардиева, Вести, Ингушетия.